Всем привет, с вами Ход истории, и мы сегодня поговорим с вами про важную историческую тему присоединения Осетии к России. Напротив меня сидит мой собеседник. Можно сказать, мы два ценителя и любителя истории Осетии, поэтому сегодня постараемся раскрыть эту тему для наших зрителей. Рустам. Очень актуальная тема. 251 уже год назад Осетия присоединилась к России. В прошлом году у нас юбилей отмечался, много мероприятий. Мы с тобой лично посетили, посвященных этому присоединению. Присоединение на самом-то деле уникальное для Северного Кавказа, для народов России. Ну и мы, как ценители истории родного края, думаю, поговорим достаточно много, можем говорить достаточно много об этой теме, и предлагаю, в принципе, начать. Мы изначально должны будем разбить эту тему на несколько подпунктов, да, чтобы описать события в порядке их происхождения. И, понятное дело, начнем мы с предпосылок присоединения Осетии к России и Российской империи. Эта тема такая, уже на самом деле с разных сторон ее обсуждали, по-разному ее представляли в свет. Наверное, наша задача собрать все необходимые факты, озвучить сейчас их и обсудить, да, насколько они были важны для Осетии в первую очередь и для нашей истории в будущем. Но при этом, как мне кажется, нужно поговорить, почему России было выгодно это присоединение. Разумеется, по обе стороны. Были причины. Ну и предлагаю я начать с того, что вообще такое Осетия на тот момент. Осетия — это у нас конфедерация, можно так выразиться, из горных обществ. Назовем, я думаю, основные общества. Это Тагаурия, которая включала в себя несколько природных ущелий. Это Куртатия, Куртатинское общество, у которого тоже были свои общества. Алагирское общество, Дигорское. Ну, я думаю, эти 4 основных общества у нас определяли ход дальнейшей истории, так скажем, Осетии. Тут еще можно подчеркнуть, знаешь, Рустам, очень важную такую вещь. Горское общество ведь не просто отдельная община в горах, да, это отдельное горское общество, которое обладает совокупностью своих как политических, так и, наверное, традиционно-культурных особенностей. Ну вот это на самом-то деле феномен так-то Осетии того времени, потому что и строй общества отличался. Если мы возьмем Тагаурию, если мы возьмем Дигорию, то у нас там феодальная власть, она достаточно хорошо была развита уже на тот момент истории, чего мы не видим в Куртатинском обществе, в Алагирском обществе. И это такой, ну, определенный феномен для тех обществ того времени. Да, вот эта разность, она ярко выражена, несмотря на то, что все являются представителями одной культуры, носителями одного языка и, разумеется, религиозных воззрений. Но насколько разительно отличие, да, в понимании жизни и быта Ну, вот одного горского общества от другого, да, даже на каком-то такие вопросы, как закон, да, закон мы имеем в виду в нашем случае традиционное право изначально, да, то есть вот какие-то такие особенности, они, конечно, проглядываются и выделяют каждое горское общество по-своему. И это, наверное, нельзя не подчеркнуть. Нельзя не подчеркнуть тот факт, что каждое горское общество все равно, хоть и взаимодействует с другим, но при этом живет, опять же, в своем, можно сказать, небольшом изолированном мире, да, то есть в горском ущелье, которое касается, опять же, их быта и их интересов. Вот тут мы должны понимать, интересы у всей Осетии на период, условно, там, 18-го столетия, они, наверное, во многом совпадают. Но это не означает, что каждое горское общество имело политические интересы, допустим, присоединения к России. Да, вот из этого вытекает вот такая важная вещь, которую мы должны подчеркнуть. Так, допустим, Дигорское общество, мы его всегда в отдельный пример должны приводить, ввиду особенностей района. Дигорское общество, оно не имело ярких интересов вступления в состав России. Это нам показывают, опять же, исторические события, такие как прямое взаимодействие отдельных родов, княжеских родов дигорского происхождения с, скажем так, османской портой. Да? Ну и, разумеется, религиозные воззрения части дигорского населения. Как мы знаем, ряд также княжеских фамилий, в отличие от христианской Осетии, которая стремилась и придерживалась вот именно христианизации, интереса в этом.
она отличалась тем, что часть Дигорского ущелья была именно мусульманской. И аристократическая часть, княжеская, да, как будет проще. Это очень важно с точки зрения идеологического контроля. С одной стороны, османской порты, Османской империи, с другой стороны, Российской империи. Да, то есть с какой стороны с какой стороны идет влияние или на какую часть Кавказа могут оказывать влияние та или иная империя. Ну, ты сейчас описал все с идеологической точки зрения, интересы аристократии, так скажем, описал, религиозную часть также. Но мы можем и на бытовом уровне, так скажем, поговорить об этом. Много еще зависело от элементарного, сколько земель, какое количество земель и, в первую очередь, какое количество плодородных земель. Вот, если мы возьмем Дигорские общества, в Дигорье же побольше земли было плодородной. Соответственно, чем больше у тебя плодородной земли, тем меньше ты будешь думать о том, что будешь кушать завтра, что будут кушать твои дети завтра. Так что, как мне кажется, это тоже такой прямой фактор идет степени развития общества, ну и на идеологию общества тоже влияет. И как ты правильно ответил, Дигорию, идеология о присоединении Осетии к России немного отделять, потому что другая идеология у него, у этого общества была, у аристократии. Но если мы говорим о присоединении Осетии к России, то в первую очередь берем алагирское и куртатинское общество. Да. И вот они нуждались в присоединении. Да, эта позиция была выстроена на самом деле давно среди старшин, астинских старшин, которые, конечно же, понимали, в принципе, наверное, вся Осетия на период 18 столетия понимала, что далее ее существование уже в любом случае будет связано с крупной империей. Ну и так как два интереса, все следили за ходом событий русско-турецкой войны, то тут было понятно, это надо смотреть либо в сторону Османской империи, либо в сторону Российской империи. Одно из двух. Ну, я полагаю, интуитивно Осетия понимала, что при любых обстоятельствах, Комфортнее будет. да, при любых обстоятельствах Россия это более выгодный и интересный союзник, нежели Османская империя. В том числе, повторюсь, идеологический фактор. Рустам, предлагаю сейчас вот раскрыть действительно предпосылки этого самого присоединения для Осетии, также подчеркнуть период деятельности, скажем так, политической, дипломатической деятельности Зураба Макаева, рассказать, кто это такой. Поведай. Ну, для начала, наверное, поговорим мы о Зурабе Макаеве, политическом лидере Осетии, великом человеке, великом дипломате. Зураб Макаев у нас, несмотря на то, что является выходцем из селения Зарамак, карьеру, так скажем, дипломата он начинал не в Осетии, а именно в Грузии. Он уже в 20-е годы с Вахтангом VI едет в Санкт-Петербург. Благодаря этому, кстати, русский язык учит. Ну и уже позже, будучи довольно взрослым мужчиной, возвращается в Осетию. И здесь для Осетии сформировывает основные цели. Цели какие были? Что нужно было Осетии? Ну, во-первых, Осетии нужно было решить проблему перенаселенности горных ущелий. Почему эта проблема существовала? Ну, ввиду того, что отсутствовало большое количество равнинных населенных пунктов. Они на тот момент уже были, это если мы возьмем сторону Дигорьи, Синдикал, насколько я помню. Все равно вот эти населенные пункты, они не решали проблему перенаселенности. Зураб Макаев, уже позже озвучивая выгоду для России присоединения Осетии, озвучивает то, что Осетия готова предоставить 30 тысяч воинов. А если Осетия готова предоставить 30 тысяч воинов, то можем сделать вывод, что армия это 1/7 часть народа. В Осетии на тот момент проживало около 200 тысяч человек. И даже если это число завышено, если Зураб Макаев завысил данные или мы по формуле ошиблись, даже 100 тысяч, 120 тысяч для горных ущелий Осетии это, конечно, жуткая перенаселенность. Поэтому нужно было решать эту проблему. Плюс к этому нужно было интегрировать Осетию в современную торговлю Северного Кавказа. Эти проблемы нужно было решать, и Зураб Макаев ими вплотную занялся. Рустам, ты на самом деле озвучил важную мысль. Зураб Макаев
он действительно стал не просто человеком, который выразил мысль, он в первую очередь ее сформулировал. Это действительно человек, который представил осетинскую мысль, сформулировал ее сначала при свидетельстве осетинских старшин и общества, а потом уже непосредственно при свидетельстве императрицы Елизаветы Петровны. Уже речь чуть позже, когда пойдет о выезде в Санкт-Петербург, о переговорах, да, мы это все раскроем. Поэтому, да, культ личности Зураба Макаева надо обсуждать с того ракурса, что это человек, который судьбоносно повлиял на историю всей Осетии, да, сделав вот эти вот, приняв эти решения и консолидировав всю Осетию под одной идеей. Большую часть Осетии, наверное, правильно говорится именно так. Идея присоединения Осетии в состав России с точки зрения дальнейшего существования и жизнеспособности Осетии. Ты действительно раскрыл несколько важных также позиций, в том числе это протекторат, в котором нуждалась Осетия. Небольшая ремарочка, я считаю, что отношения с Кабардой, они всегда носили плюс-минус братский характер. То есть об этом свидетельствует много разных исторических работ местных, в том числе авторов. Вот. Но никто не исключает, что всегда был вот этот вот фактор набегов, взаимных набегов, как с той стороны, так и с этой стороны. Да, и в период, конечно, 18-го столетия набеги со стороны Кабарды уже участились. И этот вопрос действительно надо было решать. Малой Осетии. Это была, по сути, насущная проблема той эпохи. Вот. Но, помимо всего прочего, очень важный, стратегически важный вопрос для всего горного осетинского региона — это не просто вопрос переселения ущелий, а действительно спуск на предгорье и равнину для дальнейшего выживания, потому что нет стабильной экономики, нет возможности развивать сельское хозяйство, развивать в плане территорий, в плане свободной земли, плодородных этих земель, да, то есть животноводство, скотоводство и земледелие. То есть это все должно иметь почву в прямом и переносном смысле для развития. И понятное дело, что угодья той же Кабарды, начиная от малой стороны большой, да, которые занимались тогда и граничили с Горной Осетией, они были в интересах Зураба Макаева. Точнее, желание переселить большую часть народа именно в эту сторону. Предлагаю перед тем, как мы поговорим о составе делегации, поразмышлять над тем, что в тот момент происходило в Санкт-Петербурге. Вообще, если мы возьмем Российскую империю времен Петра I, вернее, тогда она еще империей не была, когда Петр I отправлялся в персидские походы, вот тогда же по факту и произошло знакомство России с Осетией. Наверное, правильно сказать, С территорией. с территории Да. Кавказа в целом, да, вот такое вот, можно сказать, уже прям основательное знакомство с дальнейшими интересами уже Петра I, Петра Великого. Ну, я предлагаю перед тем, как поговорить о составе осетинской делегации, поговорить нам о том, что происходило в Санкт-Петербурге в те десятилетия, 30-е, 40-е годы. На самом-то деле знакомство России с Осетией именно в тот период полноценно и проходит. Ну и мы должны отдельно взять духовную комиссию, сформированную в 1743 году, отправленную в Осетию, для того, чтобы Россия поближе, во-первых, познакомилась с Осетией, но и для того, чтобы распространять христианство на территории горных обществ. И с этим комиссия неплохо справлялась в течение нескольких лет. И вот только после этого у нас сформировывается осетинская делегация. Можно еще привести интересный период, это вот как раз-таки 30-е годы 18-го столетия, ведь интерес к Осетии вызвала и привлекла не сама Осетия для России, да, сама Елизавета Петровна, она ведь формировала, она даже отвела приказ Сенату сформировать некую небольшой такой отряд, который должен был отправиться на Кавказ, в том числе на территорию Горной Осетии, страна Горная Осетия, она понималась тогда именно так, страна туземцев, и изучить не просто ландшафт и природу, да, а изучить места рождения, изучить, опять же, рудниковый потенциал этого направления.
И доклад, который уже поступил императрице, он содержал как раз-таки информацию, связанную с наличием и даже изобилием цветных металлов на территории Горной Осетии. То есть правильно подчеркнуть будет то, что в первую очередь Осетия тогда интересовала Россию в экономическом плане. Надо понимать, что Осетия сама по себе занимает очень выгодное географическое расположение. Ну, это однозначно. Это всегда так было, то есть мы откроем любой лист истории, любую эпоху, даже тысячелетия, вот мы куда бы ни копнули, Осетия, вот проход, военно-грузинская дорога, Великий Шелковый путь, как угодно можем называть эту дорогу через Крестовый перевал, но это одно из важнейших стратегических экономических направлений в вопросе даже международной торговли. Поскольку там Закавказье открывает выход к Черному морю, там уже идет все по разным направлениям. И это в любом случае выгодные позиции, при любых обстоятельствах. Ты правильно подчеркнул то, что тогда Осетия интересовала Россию в первую очередь в экономическом плане, но миссионерские цели тоже поставлены были, потому что на Кавказе, если Россия планирует сюда приходить, важно было распространять христианство. Ну и вот, как я уже сказал, эта духовная комиссия несколько лет проработала, и предлагаю нам с тобой уже потихоньку перейти как раз к остинской делегации, сформированной во второй половине 40-х годов. Понятное дело, это политический лидер Зураб Макаев, это представители также Куртатинского горного общества, ну и в составе делегации также два представителя из Дегорского горного общества были, но они до Санкт-Петербурга не доехали. Важно подчеркнуть сам факт действительно переговоров. Когда Зураб Макаев явился уже в Санкт-Петербург и предстал перед Елизаветой Петровной, да, он четко высказал свою позицию касаемо условий этого вступления Осетии в состав России. Да, и условия, которые, в принципе, мы раньше подводили уже к этому, условия были озвучены однозначно. Конечно же, это интерес, связанный с протекторатом, интерес, связанный с равниной и территорией предгорья, да, то есть на этих же территориях. Разумеется, экономический интерес, возделывание этих самых земель и так далее, и так далее. Но вот интересное, он озвучил интересное условие, которое, наверное, на которое важно поставить акцент, это развитие образования. Открытие Остинской школы. Именно, да, то есть в его голове теплилась мысль, очень важная мысль, что никакой социум и никакое общество не будет существовать, если оно находится в стадии стагнации или того хуже деградации. Да, то есть отсутствие образования, грамоты, письма, это все в любом случае скажется на обществе, где бы оно ни существовало и как бы оно ни существовало. То есть, конечно, одно из важнейших условий, озвученное им при дворе, было как раз-таки быстрое развитие образования, строительство школьных учреждений, ну и, конечно же, это было связано с именно интересами, можно сказать, даже в каком-то смысле выживания его нации. Да, он сам, будучи образованным человеком, говорящим на нескольких языках, он прекрасно... На грузинском, не по-моему, на грузинском однозначно говорил, также владел кабардинской грамотой, Да, русском, на русском языке. в том и дело, что человек, будучи сам образованным, он прекрасно понимал эту насущную проблему для родной Осетии. И озвучил это действительно при дворе. Вот, кстати, когда ты начал говорить о языках, мне сразу вспомнился тоже достаточно интересный факт. В Санкт-Петербурге ведь остинскую делегацию оценили как хорошо дипломатически подготовленную. И если мы возьмем встречи, на которых выступала эта остинская делегация, Зураб Макаев, несмотря на то, что достаточно хорошо владел русским языком, потому что он еще в 20-е годы в Санкт-Петербурге на русском начал разговаривать, он-то как настоящий дипломат на своем языке разговаривал, на остинском. И понятное дело, не только этот факт, это регламент проведения дипломатических встреч, но все равно вот это интересный факт и те цели, задачи, которые он озвучил перед уже российскими дипломатами, они показывают, насколько хорошо дипломатически подготовлена была остинская делегация. За тот срок, пока делегация находилась на территории Санкт-Петербурга, разумеется, они успели какую-то часть имперских угодий осмотреть, да, то есть действительно у них было время, чтобы увидеть другую для себя на самом деле цивилизацию, можно выразиться именно так,
Вот, и им представилась возможность, поскольку они там задержались на территории. И это сыграло на самом деле тоже, наверное, важную роль в понимании, какого союзника приобретает Малая Осетия, малая горная страна Осетии. Чтобы все увиденное, опять же, это потом передать словесно народу. Но вот также мы должны подчеркнуть, очень важно, выгоду для России, то есть для Российской империи, насколько в имперских интересах был вот этот вот факт присоединения важен. И тут нельзя не подчеркнуть, в первую очередь, действительно, это интерес к горным залежам. То есть, конечно же, Зураб Макаев дал полное, можно сказать, полный карт-бланш в вопросе, словесно в вопросе отработки руды. Далее это будет еще закреплено в переговорах с Екатериной II, императрицей Великой, да? Но уже тогда было понятно, что первичный интерес — это, во-первых, так можно сказать, плацдарм на территории Кавказа, христианский, это экономическая выгода в вопросе полиметаллических руд. Ну и, разумеется, это возможность контроля центральной части хребта, да, то есть это тоже очень важно. Ну, 2, даже 3 прохода в Закавказье. Закавказье всегда было интересом и аппетитами России, да, то есть интересы они всегда были к Закавказью. Это южные рубежи страны, в будущем стратегически важный период 19 столетия, напоминаю. Да, то есть поэтому, конечно, предложения со стороны Зураба Макаева были и ничем не хуже. Да? Конечно, Осетия получала с этого больше во многом, по понятным причинам. Но, тем не менее, да, я даже опускаю тот факт, что действительно была представлена возможная поддержка в военных единицах, да, то есть определенная часть армии выделялась бы в случае необходимости. Но это все скорее формальности, все прекрасно понимали возможности самой империи. Тема посольства — это тема, которую нельзя умолчать. Визит Зураба Макаева в Санкт-Петербург — это важнейшее, одно из важнейших событий не просто 18 столетия, а в принципе за всю историю Осетии, ее дальнейшей судьбы. Но вот тут, наверное, уже стоит подвести все плавно и необходимо уже подвести к событиям будущей, грядущим событиям, связанным с основанием, уже с освоением Кавказа и освоением, в частности, Осетии, которое происходило по способу строительства фортификационных сооружений в рамках политики Азово-Моздокских укреплений. То есть как осваивать Кавказ? Простой, старой техникой. Строить форт, то есть строить оборонительное сооружение, от которого уже расширять интересы и плацдарм на конкретных территориях. И вот политика Азово-Моздокских укреплений открывает нам историю первого города, можно вот так говорить, города-крепости, построенного на территории всего Северного Кавказа. Это как раз-таки крепость Моздок, строительство которой начинается в 1763 году. Начинается, да? Окончание строительства — это ближе к 68 годам, то есть плавающие даты, трудно зафиксировать что-то однозначно. В принципе, все то, что мы уже озвучили и обсудили, можно смело назвать первым этапом в вопросе попыток присоединения Осетии к России. Да? Основательный этап, который подготовил базу, плацдарм, так скажем, для дальнейшего уже политического действия. Поскольку Осетия тогда не смогла присоединиться, это было невозможно с точки зрения юридической плоскости. Да? Надо подчеркнуть, что Россию тогда сковывал Белградский мир с Турцией 1739 года, с Османской империей. Понятное дело, что даже если удалось найти взаимопонимание у делегации и императорского, скажем так, величия, ну, фактически было невозможно, опять же, в тот момент это самое присоединение. И тогда этот вопрос вынужден отойти в сторону на определенное время. Мы уже сейчас будем говорить про второй, скажем, этап присоединения, и он уже станет заключительным в данной теме. Да, и, конечно, подведем это все и начнем с политики освоения Кавказа, да, которая будет уже непосредственно связана с основанием крепостей. В нашем случае первая крепость, крепость Моздок 1768 года, да, то есть вот подробно. Или 1763.
крепость Моздок, строительство которой начинается с 1763 года, и уже дальнейшее основание можно считать 1768 года, опять же, плавающая дата, но в этом промежутке появляется, по сути, первая крепость, первое фортификационное сооружение Российской империи на территории Северного Кавказа, а значит, закладывается первый кирпич в освоении территорий Северного Кавказа. Ну, в случае основания крепости Моздок Россия использовала старый механизм освоения земель, строительства фортификационных сооружений. И, как ты уже сказал, да, в 1763 году Моздок у нас был основан, чуть позже уже был достроен. Туда переселяются в первую очередь российские военные гарнизоны, но уже позже и казачьи семьи там появляются. Кстати, семья Емеляна Пугачева, который тоже несколько лет в Моздоке провел, уже после Моздока начинает крупнейшее восстание в истории Российской империи, в России в принципе, крестьянское восстание. Моздок и те станицы, тоже фортификационные сооружения, которые строились, это очень важно было для освоения земель. Уже позже начинается следующий этап освоения Северного Кавказа. После того, как обосновались в Моздоке, российские военные, казаки уже в самой Осетии начинают активно следить за ходом русско-турецкой войны, которая началась в 1768 году, потому что итоги ее очень могли большие плоды принести для нашего народа. Опять же, очередное важное событие для маленькой Осетии в большом мире двух крупных империй. Да, речь идет о очередной войне, русско-турецкой войне 1768-1774 годов. Ты правильно подчеркнул, ведь Осетия на тот момент времени, она придерживается очень такой интересной позиции. Позиция смотрителя и ожидателя. То есть для Осетии принципиально важно и выгодно была победа России в столкновении. И, как мы знаем, события русско-турецкой войны 1974 года заканчиваются подписанием мирного договора на правах победительницы со стороны России, да, на правах победительницы, которая заключает договор в выгодных для себя условиях. Будут однозначно также описаны, они будут связаны с независимостью ряда территорий, в том числе независимостью Крымского ханства, в том числе интересами в сторону Кавказа. Да, то есть на этом этапе, можно сказать, Россия развязывает для себя руки с целью, опять же, будущего расширения своих угодий в сторону Кавказа. Я думаю, если мы говорим о Кучуко-Энерджийском мире, нам более интересен 21 пункт. Кючуко-Энерджийский мир, 21 статья, которая действительно трактовалась Россией очень, скажем так, широко именно. Широко она подразумевала действительно интересы и независимость Малой Кабарды, в том числе она, разумеется, подразумевала тот факт, что это теперь территория интересов, политической сферы интересов России. Вот. Но в рамках этой же статьи получается, что Россия, разумеется, распространяла свои политические интересы и на Осетию. То есть одно связывало другое. Да, и именно вот этот вот этап и являлся стратегически важным. На тот момент времени освоение Кавказа и уже в данном случае Осетии, в будущем Осетии при крепости Владикавказ, начиналось с доклада и деятельности астраханского губернатора Кречетникова, да, который собирал действительно информацию касаемо жизни Осетии на тот момент времени. Да, информация, которую ему также в этом помогал моздокский комендант крепости. Эта информация, она была важнейшей в плане, каковы настроения Осетии на период, опять же, возможного присоединения в состав России. С этим докладом он выступил перед императрицей Екатериной II, где озвучил свою позицию. Да, позицию следующую, что в подтверждении всем интересам ранее сказанным, Осетия — это действительно горная страна, которая изобилует цветными металлами, она имеет ценность, ее народ в принципе лояльно настроен к имперской власти, имперскому величию. Но да? завоевывать ее надо. Да, но при этом Кречетников выдвинул позицию колониальной политики в адрес Малой Осетии, да, подкрепив это тем, что действительно именно такой подход
он, наверное, будет самый правильный в вопросе освоения территории. Но Екатерина II, Екатерина Великая по этому поводу не разделяла мнение Кречетникова, астраханского губернатора. Не была она настроена колониально в сторону Осетии. И не только потому, что это Осетия, в сторону многих других земель, ввиду того, что она, можно сказать, проповедовала политику просвещенного абсолютизма. И сперва она хотела, можно сказать, прочувствовать менталитет, культуру народа, как он устроен. Хотя во многих докладах, которые ей передавали, говорилось о том, что народ Осетии настроен лояльно к России, что с ним можно сотрудничать, что это хоть и спокойный народ, но в то же время это воинственный народ. Но вот все равно она хотела еще прочувствовать. И поэтому политика России, она была, можно сказать, умеренная в сторону Осетии уже после подписания Кучука-Энерджийского мира. Но и уже позже, в 1775 году в Моздоке состоялась встреча между российской делегацией, осетинской делегацией. Уже после Моздока Екатерина II ратифицировала вот эти пункты статьи Кучука-Энерджийского мира. Ну и, можно сказать, именно в тот период оформляется присоединение Осетии в состав России. Именно эту дату, этот промежуток времени принято считать, ну, наверное, скажем, юридическим фактом вступления Осетии в состав крупной Российской империи. Ну, тут надо также оговориться, судьба всего Кавказа, она сопровождается уже похожей политикой в плане того, что Россия продолжает двигаться на Кавказ, расширять свои политические интересы, а значит строить фортификационные сооружения и продолжать их укреплять. Да, то есть мы уже знаем события 74-75 годов 18 столетия, это факт присоединения. Следующее важное событие в укреплении позиции, это будет появление уже крепости владей Кавказом. В 1784 году, кстати, названная именно Екатериной II, да, построенная при руководстве генерала Потемкина. Именно он занимался освоением этих земель рядом с осетинским селом Зауджиков. Кстати, вообще строительство основания этой крепости, оно изначально планировалось на других землях. Первые планы, которые звучали еще в 60-е, в 70-е годы, они разные места предлагали. И современное местоположение селения Зорикау на подступах к Куртатинскому ущелью, эти места рассматривались для крупного фортификационного сооружения. И то, где располагаются Ольхотовские ворота, селение Ольхотово, и эти места, но многие места не нравились осетинам для появления, опять же, большой крепости. И вот выбрали, получается, места современного Владикавказа, что тоже, конечно, важное значение для осетинского народа имело. Да, современного Владикавказа, но не современного центра Владикавказа, да, то есть Ну, исторический центр это более, так скажем, горам ближняя сторона. Так вот, действительно, надо также, наверное, выделить тот факт, что политика освоения Кавказа в других местах не отличалась. То есть везде она поэтапно начинают появляться фортификационные сооружения. Если в 1984 году появляется крепость Владей Кавказа, мы должны понимать, что она становится третьей крепостью, построенной на территории Кавказа. Ей предшествовали крепость Константиногорская, названная в честь внука императрицы, ныне город Пятигорск. Ранее еще крепость Моздок, а уже после крепости Владикавказ поэтапное освоение ряда других территорий. Это крепость Грозненская, Назранская, 1818 годы, в будущем уже Нальчинская крепость, 1822, по другим источникам 1826 годы. И, можно сказать, политика азово-моздокских укреплений уже дает свои плоды, и мы видим картину действительно контроля вот этого направления Кавказа. Но мы теперь выделяем важную разницу. Если большая часть Кавказа, как мы в будущем все слышали, и многие, наверное, слышали не раз, да, о Кавказской войне, если большая часть Кавказа будет завоевана, в нашем случае все иначе. Мы та часть, которая присоединилась в состав России, Российской империи добровольно. И крепость которой, крепость Владей Кавказом, по статусу, ну, конечно, отличалась от крепостей соседних регионов. То есть вот это, наверное, не выделить просто нельзя.
Итогом всего вышесказанного становится ряд исторических обстоятельств. Давай сейчас их перечислим, Рустам. Мы начали с тобой с предпосылок присоединения Осетии в состав России. Мы подчеркнули, что действительно для будущего выживания Осетии был необходим сильный союзник, идеологически интересный, да, опять же, христиане, союзник, который может обеспечить протекторат и может дать возможность экономического развития. Также мы подчеркнули, что взамен Осетия становится не менее выгодным союзником для Российской империи. Мы из рассказа поняли, что было, по сути, две попытки присоединения. В первом случае мы подчеркнули деятельность Зураба Макаева, великого дипломата для истории Осетии, которая дала плоды, но, к сожалению, не дала юридических последствий. И уже мы обсуждаем с тобой заключительный этап политики присоединения, когда мы говорим про подписание Кючука-Энерджирского мира, последствия и уже дальнейшее освоение Кавказа, в частности Осетии, России. На этом этапе история Осетии начинается с нового листа, где мы говорим об истории Осетии в составе Российской империи. Помню еще, когда к нам студентам приезжали там, на практику московские студенты с какими-то опросами историческими и просили назвать там условно 3 самых важнейших события в истории нашего народа. Первое, которое я вспоминал, это присоединение Осетии к России. И мы сегодня с тобой обсудили не только актуальную тему, но и одну из самых важнейших тем в истории нашего народа. Вне зависимости от того, какой этап присоединения Осетии к России мы обсуждаем, мы все равно должны выделить в особый, скажем так, случай культ личности Зураба Макаева и его роль в этом вопросе. Да, он был зачинщиком всей этой истории, он был человеком, который смог сформулировать и правильно представить эту идею в свет остинскому обществу, горскому обществу. Но также мы не забываем, что при факте, опять же, юридического присоединения, да, в переговорах он не участвовал. И даже если смотреть на этот момент, это не отменяет того факта, что именно он действительно подготовил весь необходимый фундамент для дальнейшего сотрудничества Осетии и России. Поэтому его личность, она должна быть раскрыта во всех смыслах и правильно представлена в данной теме и данном вопросе. Важно подчеркнуть то, что Зураб Макаев проживал в 18 столетии, и несмотря на то, что мы знаем о нем, то, что он там проживал в Грузии какое-то время, вырос там, то, что с Вахтангом VI ездил в Санкт-Петербург в составе его делегации, все равно какие-то даже обычные факты из его биографии мы не знаем. Мы не знаем, когда он родился, мы не знаем, когда он умер. Возможно, он встречал присоединение Осетии к России, можно сказать, дело всей его жизни в глубокой старости. И все равно это однозначно фундаментальная личность для присоединения Осетии к России. Итак, Рустам, я думаю, мы достаточно хорошо обсудили тему. Мы озвучили основные моменты и проблемы, которые складывались в период, опять же, 18 столетия в вопросе присоединения Осетии к России. И думаю, на этом этапе уже можно завершать. Да, пора прощаться. С вами был Ход истории. До скорых встреч.